Занимаюсь бизнесом давно. Это, ну, по сути, можно отнести первое поколение, то есть, потому что в 95-м году были первые мои попытки заняться бизнесом. Мы выезжали в то время из Тувы, это был 92-й год. Мы выехали, то есть мы пробовали жить на земле, в деревне, недалеко за Саянами. То есть, ну, работал по профессии дорожником, ездил на вахты, и у меня друг, предприниматель, то есть, ну, при мне вот как бы начал, но вот он уже, ну, скажем так, потомственный, потому что его мама, она занималась, то есть, ну, торговлей прямо еще чуть ли не с советских времен. И я смотрел на его пример, какой он, то есть, ну, сам по себе живет, ни от кого не зависит, и, знаете, такое есть, ну, как бы, может быть, иногда это, ну, я считаю, ну, как заблуждение, да, что вот, то есть, ну, у него нет работодателя, он сам себе предоставлен. И вот я, ну, конечно, молодой был, то есть, мне там 20 с чем-то лет было, и я видел этот пример, и мне, конечно, тоже хотелось. Я работал, ну, в принципе, на тяжелой, ну, хотя я был мастером, не сказать, что я прям там, то есть, ну, с лопатой, но все равно работа была непростая. Мы выезжали за 200-300 километров от того места, где жили. Там проводили по 2-3 недели, потом, то есть, ну, возвращались. Всякие, то есть, ну, возводили новые дороги, трассы там. Это интересно было, но, ну, я понимал, что так можно, то есть, ну, всю жизнь. Ну, хотя интересная на самом деле профессия была у меня. Я был геодезистом также, то есть, ну, по совмещению. И какая-то тяга была к тому, чтобы заняться каким-то собственным делом, что-то придумать такое. И просто было дело случая. У меня родилась дочь, и я попросил начальника, чтобы меня перевели поближе к дому, потому что, ну, надо было помогать. Ну, он наотрез отказался, и я, как говорится, то есть нашла коса на камень. То есть я ушел оттуда, получил отпускные расчетные там, и пришел к этому товарищу и сказал: давай что-то, то есть, ну, вместе какой-то этот. Мы решили с ним построить киоск на рынке и, ну, начали строить, закупили материалы. То есть вот таким образом началась, как бы, моя карьера. Она, конечно, то есть, ну, я имею в виду предпринимательская. Она первые, наверное, 5 проектов, я сейчас уже точно не вспомню, но порядка 5 проектов первых, они были неудачными. То есть, ну, до полного банкротства доходили в лучшем случае в ноль, а в худшем большие минусы. Ну, вот таким образом я учился на своих ошибках. То есть, ну, кстати, товарищ через полгода, как вот мы с ним начали, даже раньше он выехал, он вернулся в Туву. Мы остались пока в этом поселке. И я, то есть, ну, достроил этот киоск. В это время работал в редакции газеты. То есть, ну, работал я рекламным агентом. Это была открытая, по сути, под меня. То есть, ну как, они дали, ну, вот, объявление в газету, что, то есть, ну, требуется рекламный агент, ну, то есть, ну, во вновь создаваемый отдел. Потому что это была районная газета «Нива», как помню, называлась. То есть такое вот, там никогда раньше не было рекламы. Ну, максимум там какие-нибудь некрологи или что-то вот такое. И вот мне предстояло, так как уже, ну, какие-то магазинчики были, какие-то там вот услуги, и мне, то есть, ну, предстояло вот этих вот всех предпринимателей, которые есть в этом городе, обойти, окучить, как говорится, по-простому, то есть, и их привлечь в эту газету, чтобы они давали рекламу. Ну, в принципе, у меня получилось. Очень хорошую ставку мне дали. По сути, это был тоже как предпринимательский опыт, потому что я был, то есть, полностью, ну, по сути, заштатный. От меня
ничего не требовалось, чтобы я был на каких-то там, то есть на совещаниях, ходил там это. Я был сам предоставлен себе со свободным графиком. И 40% от выручки, которую я приносил в эту редакцию, я получал, то есть вознаграждение. На самом деле, я сейчас уже понимаю, что вот именно эта работа, она зародила такую вот, то есть мечту, что ли, потому что я видел, как я приносил на каких-то листочках там от предпринимателей какие-то записки там, что вот так, вот тут такую картинку поставьте, тут такой текст напишите. Отдавал женщинам, которые там сидели в этой редакции. Первый раз тогда я увидел компьютер, как выглядит. Для меня вообще это был шок просто. Как говорится, культурный шок, потому что, представьте, 90-е годы, то есть откуда там что, то есть вот они стоят, компьютер, она на них что-то там делает, какие-то картинки появляются, потом это распечатывает, то есть я это несу предпринимателю и вижу, что простой, в принципе, такой процесс, да, и он, то есть, приносит прибыль. И вот тогда, наверное, то есть, зародилась эта мечта, чтобы у меня был такой же собственный компьютер, чтобы у меня были принтеры, чтобы я мог это распечатывать и как-то делать какой-то бизнес. Первый бизнес, это был газетный киоск. То есть, по сути, начал я именно с такого простого, то есть, как газеты. В то время это было модно, хотя можно было посмотреть, что перед этим закрылся, в этом же поселке закрылся газетный киоск, но я открываю все равно. Можно было понять, просчитать, что это дело неприбыльное будет. И понятно, что год-полтора я поработал, пытался там канцтовары, книги, такое все сопутствующее, но все равно это не помогло. Потом его сдавал в аренду. И потом мы попытались там открыть пельменную. Переделали его чуть-чуть, но так как места было катастрофически мало, там мы планировали кормить людей на улице. То есть, представляете, человек покупает пельмени и кушает за вертикальными стойками. То есть, санэпидстанция нас, конечно же, зарубила на корню этот проект. Но так как весь киоск уже был оформлен, по сути, под пищевые под продукты, то совершенно случайно пришла идея торговли хлебом. Я пришел, то есть, покупал в одном месте постоянно хлеб, он был очень вкусный, такой серый хлеб, и спросил их, а где печется это, что за хлеб? Они говорят, в Шушинском, то есть, рядом поселок. Типа вот эту пекарню пытались тут открыть, но их почему-то не дали им работать, что-то там. И они теперь в Шушинском. Мы стали возить оттуда этот хлеб. Я поехал туда, в это Шушинское, договорился, стали возить этот хлеб. И, по сути, это был первый успешный бизнес. То есть мы года полтора отработали на этом хлеб, там были печенье, пряники разные. Все, что они производили, мы там. Потом к этому делу мы добавили такое подобие фастфуда. Это было первое в этом поселке. То есть мы поставили эти же стойки, на которых я хотел продавать пельмени. И мы заказали Кока-Колу. Вот это на самом деле был первый мой также опыт в столкновении с рекламой. Что такое, вообще, как работает реклама. Увидел эту красную большую машину, которая ходит по поселку и раздает там эти магазины, эти напитки. Был октябрь или ноябрь. Нет, наверное, все-таки сентябрь, потому что было еще тепло. И я, подумал, что мы поставим столики и к этим булочкам, то есть будут напитки еще. Мы взяли у этих ребят, то есть напитки, в том числе для разлива, и баночками, бутылочками. И я запомнил на всю жизнь, то есть слова менеджера этого парня, который сказал: сейчас возьмете по 2-3 упаковки и по нарастающей в зиму. То есть для меня это вообще был шок. То есть газированный холодный напиток по нарастающей в зиму. Как так может быть? А потом я понял действительно, что
у Кока-Колы, то есть это считается как бы, то есть, традиционно такой, то есть новогодний напиток. Поэтому они массированно дают рекламу. И под Новый год действительно у нас она просто разлеталась. То есть это была открытая у нас точка, по сути, киоск просто. Но так как мы стояли на удобном месте, на проходном со всех улиц, там люди проходили мимо нас, у нас очень хорошо продавалось это. Этот бизнес был успешно, по сути, продан за, в принципе, нормальные деньги. Дальше я занялся пиломатериалами. Совершенно другая сфера. Но там у нас была компания, и я был одним из участников. Мы взяли в аренду деревоперерабатывающий комбинат, такой маленький, старенький, и на нем пилили лес, продавали его на мебельные фабрики, в Черногорск, в Абакан. И потом я начал пробные партии возить в Туву. И, по сути, одна из поездок в Туву, она стала решающей. То есть, когда я поднялся на 9, вот когда город, то есть, появляется вот это вот, внутри такое что-то, что все, то есть, кончилась, то есть, засаянская жизнь, надо, то есть, возвращаться домой. И с тех пор мы в Туве. Это был 2000 год, в конце 99-го. Если вы начинаете собственный бизнес и чего-то не знаете, чего-то не понимаете, то на самом деле хорошо брать партнера. В моем случае, вот в данный момент, я работаю самостоятельно, без партнеров, но по сути, все мои предыдущие проекты, они начинались в партнерстве. И вот я хотел бы заострить на этом. Если вы в чем-то сильны, то вы можете, то есть, поделиться со своим партнером этими качествами. То есть, ваш партнер в чем-то другом силен. Здесь как бы сам человек решает. То есть на определенном этапе, по сути, это как бы стечение обстоятельств. То есть люди, с которыми мы начинали эту работу, они переехали в другой город, и дальше я продолжил, то есть самостоятельно. После того, как мы вернулись в Туву, занимались общественным питанием, по сути. Это была пиццерия при учебном заведении в КЦО «Аньяк». Мы там делали пиццу вначале для школьников, потом стали ее распространять по городу, засертифицировали. По сути, это была первая пиццерия в Туве такого плана. Потом по разным причинам мы ее закрыли. Я решил заниматься тем, что у меня внутри было вот это вот. То есть, пока мы делали пиццу, я приобрел компьютер. Мы начали сами делать этикетки для этой пиццы. То есть я уже понял, что это все доступно. То есть наступило другое время, и у нас появились возможности покупать эту технику. И по разным, скажем так, причинам у нас была семейная компания, то есть две семьи, мы работали вместе, и настал этап, когда мы должны были заняться каждый чем-то своим. И в это время я стал присматриваться именно к рекламному рынку. Я поработал с ребятами, которые выпускали каталог на диске. А потом мы поработали, создали ООшку, мы выпускали журнал. Так, где-то год-полтора. Потом я вышел из этой ООшки, из этого журнала, стал выпускать газету уже самостоятельно. И вот на этом этапе и получился такой вот контакт. У меня была комната в аренде в Досаафе, буквально 2 на 2 метра. А рядом работала кадровая служба. И женщина, которая работала там, приводит ко мне парня-дизайнера. А в это время я уже начал пробовать продавать наружную рекламу.
Как я делал это? Я заказывал ее у моих конкурентов, которые сейчас, заказывал у них баннер, делал сам для него рамочку как-то там, приглашал там парня, чтобы помочь мне, монтировал это все. И, то есть, видел, что даже таким образом можно зарабатывать. То есть, вот так вот я несколько таких вывесок простеньких сделал, продавал также буклеты, визитки, разную вот такую вот полиграфию. Все это верстал сам, пытался, то есть, научился постепенно. Вот. И когда ко мне привели этого дизайнера, я понял, что платить ему я не смогу, потому что он рассказал, что он работал в Новосибирске, в крупной компании, в нескольких компаниях, то есть делал наружную рекламу. Он учился на дизайнера, архитектурщика. И у него есть опыт работы руками, то есть он знает, как это все делать, как делать эти буквы, вывески и все прочее. И я говорю ему, что я не смогу платить тебе зарплату, поэтому давай подумаем о таком варианте. У меня есть уже действующее какое-то предприятие, ИП, то есть есть клиентская база, а от тебя нужны твои знания, то есть плюс дизайн. Он сказал, окей. Первые вывески мы сделали в его гараже дома. Там нужен был, лобзик. Там. По сути, он сам их сделал, потому что, так все было. Он их мне продавал, я их перепродавал. Вот такая модель была. Потом мы все-таки решили, что надо взять место в аренду и уже начать как полноценная компания работать. Мы работали, то есть по-честному, 50 на 50. Мы сняли в бизнес-инкубаторе несколько рабочих мест, разделили комнату пополам. С одной стороны принимали заказы, а в другой за ширмой делали это все. Вот так начался городок. И, кстати, городок я этому же дизайнеру за месяц, может быть, за два, то есть до того, как мы начали работать вместе, я ему заказал, чтобы переименовать газету, которую я выпускал, то есть для риэлторов. Она там была «Тува недвижимость», что-то вот такое вот. То есть мне хотелось что-то со словом «город». Я ему заказал шапку для этой газеты, и вот это вот, то есть, городок, это шапка этой газеты была. А когда мы начали с ним компанию, то решили ничего не придумывать. Есть уже разработанный, по сути, бренд со своим логотипом, там, со всеми. И мы начали с ним работу. Успех, я считаю, мы успешная компания. Успех наш, он был заложен в самом начале. То есть мы с ним сделали правильные вещи сразу. Мы сделали коммерческое предложение на фирменном бланке. Мы распечатали его много, мы проехали по всему городу. То есть находили строящиеся места, где предприниматели делают ремонт и вот-вот должны будут заказывать вывеску. Мы раздали эти предложения, получили первые заказы. У нас был бизнес-план. Этот бизнес-план мы делали для бизнес-инкубатора, потому что там так просто не зайти туда было. Нужен был бизнес-план. Но когда мы его делали, мы подошли серьезно к этому, что как вот на самом деле, чтобы нам зарабатывать, сколько мы должны зарабатывать. Интересный момент, что мы нашли где-то цифры такие, сколько вообще, в России тратится на наружную рекламу. Мы эти цифры вытащили, перемножили, разделили их на все население в России, перемножили на население в Туве, разделили на 4, потому что у нас все-таки такой, регион отодвинутый от цивилизации, так скажем. И вот эти цифры мы заложили в бизнес-план. Там вышло что-то, что если мы сделаем 10% вот этого рынка за первый год, то мы заработаем 1 200 000 за год. То есть это будет наша чистая прибыль.
И мы к концу года ровно вышли на эти цифры. То есть это вот... И, кстати, до этого я проверял точно таким же образом, когда мы делали планы какие-то, просто вот эмпирическим каким-то путем выводили цифры, ставили их себе в план и доходили потом до этих цифр. Это, ну, есть такое слово, то есть, ну, визуализация, то есть когда ты не просто двигаешься куда-то, а именно ставишь цели и потом до них доходишь. Цели для предпринимателя, они совсем не такие, как в обычной жизни. То есть в обычной жизни человек ставит себе цель, он видит ее. Например, он устроился на работу простым рабочим, и он ставит себе цель стать мастером. Там, да. Он учится, там, то есть, ну, с начальством хорошие контакты поддерживает. То есть он себе цель эту поставил и идет. В предпринимательстве, в бизнесе немножко по-другому все. Очень часто мы не видим эту цель. То есть она как будто бы за какой-то, но просто она внутри есть. Она как интуитивная какая-то. Я все время привожу пример. Вот у меня такой, то есть, ну, сложился, как, помните, сказка есть про 3 братьев, про царевну лягушку, где отец, он сказал, ну все, пришла пора жениться, то есть спускайте стрелы, и куда стрела попадет, там и ваша судьба. Старшие братья, они были умные, ну, как обычно же в сказке 3. Вот, то есть, ну, я называю это так: 2 брата умных, а 3 предприниматель. Потому что эти братья, один выстрелил так, чтобы попасть на боярский двор. Это значит, то есть политика, власть, чиновник. То есть он знал куда. Ну, я тут, то есть, эту сказку перечитывал. Это были не просто ребята, это были царевичи. То есть это был царь, и он им вот так решил их поженить. Второй брат выстрелил в купеческий двор. То есть это, ну, что в наше время, то есть, ну, госкорпорации какие-то. Ну, потому что раньше купцы это были не просто предприниматели, они целые караваны водили из страны в страну. А 3 брат, вот просто подумать, да, то есть куда он, в какое-то болото. То есть я не понимаю, как можно было, то есть, выстрелить так, чтобы попасть в болото. То есть, значит, он конкретной цели, он не говорил. Вот так же предприниматели, когда мы беремся за что-то, мы можем себе напредставлять, там, что это будет вот такие горы золотые, там все. А когда мы приходим туда, там вообще лягушка просто. Что с ней делать? То есть, представляешь, ну, то есть, ну, серьезно. Вот я газету эту, да, я себе такую мечту построил, что я буду выпускать газету. Это будет вот этот вот, то есть, ну, станок, из-под которого они выскакивают. То есть, вот это в голове мечта, она вот такая вот была, что у меня редакция, там, мы там... То есть, ну, то есть там рекламный отдел, рекламные бюджеты там вот, ну, вот такие. Но когда я до этого дошел, до этой цели, эта лягушка была реальная, потому что я сам собирал эту рекламу, я сам сидел ее верстал, я собирал новости в интернете, я потом бегал по супермаркетам, раскладывал эту бесплатную. Это реальная была вот жабище такая. Поэтому мечтать... Есть такая поговорка, то есть, ну, вот, вообще все люди, ну, ты говоришь, ну, вообще, то есть, ну, мечтать не вредно. На самом деле мечтать вредно. В том плане, что ну, чтобы мечтать, ты должен знать, что это такое, куда ты идешь. И ты должен, ну, как бы делать что-то. Есть мечтатели, да, что они вот бы классно это, вот бы классно то. Но к мечте надо идти, надо делать шаги какие-то. И мечту надо, ну, как-то вот оформить ее. То есть, и вот эти, ну, вот противоположности, которые... Это и есть вот наша жизнь предпринимательская. Часто мы не знаем, куда мы придем, что мы просто делаем что-то. В данный момент вот я вообще, по сути, не планирую. Просто, ну, компания вышла
как бы, ну, на такую траекторию, что она просто растет. Шаг за шагом она растет. Если взять вот с 2008 года по сегодняшний день, то мы каждый год прибавляем процентов 20-30, как в работниках в штате, то есть на данный момент у нас порядка 15 человек, и так и в выручке, в прибылях, и самое главное в технологиях. То есть мы, не буду этого скрывать, мы впереди. Мы впереди, но важный момент — не зарываться, то есть, ну, не успокаиваться, потому что все знают это правило. Как только ты остановился, ты пошел назад. Потому что рынок, вся система, она движется. И даже если в нашем городе, да, мы вышли вперед, то рядом города, они не останавливаются. И это наши конкуренты, которые в любой момент могут прийти, открыть филиал здесь с более новыми технологиями, с более новыми бизнес-процессами. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя. Это вот, наверное, самое главное правило для бизнеса. В 90-е годы, с одной стороны, было легко, когда, ну, по сути, ниши все открыты, то есть бери любое дело, никакой конкуренции. С другой стороны, было сложно. Государство, оно не было готово к тому, что предприниматели развиваются, растут, богатеют. Оно начинало это зажимать тоже. Не секрет, вот, что когда вот этот первый, то есть, ну, мой хлебный киоск, то есть просто приехал парень, это вот, то есть, ну, с одной стороны государство, а с другой всякие братки. То есть, ну, приехал парень и сказал, что ты торгуешь тут, то есть, ну, чьим хлебом? Вот тем. Убирай его, будешь торговать моим. Все, то есть очень просто решалось все. И приходилось приглашать этих, стрелки, ребята, разборки. Я продолжал торговать тем хлебом, которым начал. Но это было вот так. Сейчас время, оно другое. Есть как бы помощь для предпринимателей, есть разные субсидии, есть разное все. Но с другой стороны, ниши уже заняты, многие, особенно, ну, вот за Саянами. Почему вот такое, то есть, ну, есть же ведь отток населения, да, но предприниматели, они держатся за свои места здесь, потому что, ну, здесь работа, она, по сути, вот, ну, еще на долгие годы есть. В ближайших городах от нас, в той же Хакасии, в Новосибирске, в Красноярске, там настолько плотный рынок уже, что втиснуться куда-то там, это очень сложно. Сейчас нужно все более досконально просчитывать. То есть, если сейчас сейчас проще взять деньги. Пошел в любой банк, тебе дадут там, ладно, под высокий, под низкий процент, но отдать их будет посложнее, потому что нету уже такой маржинальности, как раньше. Нету такого простора, что одно не получилось, ты другим, там, третьим, четвертым. Просто времена разные, и сказать так просто, что вот раньше было лучше или сейчас, мне кажется, так нельзя. Оба этих момента, они, в принципе, удачные. Вот сейчас, когда вот эта пандемия, вот этот кризис, это хорошее время на самом деле для начала бизнеса, потому что цены растут, и часто цены растут необоснованно. Они просто поднимаются, потому что волна идет, и бизнес поднимает цены, потому что соседи подняли. То есть похожий продукт, они поднимают цены, и это идет как снежный ком. И вот на этой волне, то есть, ну, начинающий бизнес, из-за того, что вот, ну, в эти волны, то есть маржинальность как бы, ну, возрастает тоже волной, и можно втиснуться в этот рынок. И также здесь есть фактор такой, что многие закрываются в это время. То есть
не выдержав что-то, ну, у кого, ну, слабый запас был, вот, ну, показал, 2020 год показал, например. Если взять наш рынок, да, вот, то есть, ну, рекламный, многие наши конкуренты, они просто вот очень просели. Для нашей же компании это, наоборот, послужило стартом. То есть, если посмотреть, то есть, ну, 2020 год по отношению к 2019 году, то у нас был рост порядка 40%. То есть, это потому, что мы просто, ну, вовремя сориентировались. Мы стали делать для медиков маски, щиты. Мы стали делать для торговых точек щиты защиты, эти вот, то есть, ну, настольные. И таким образом мы просто вот, то есть, ну, выдержали вот эти несколько месяцев, а потом, так как другие, ну, все вот агентства просели, весь поток, который там не смог обслужиться, они пришли к нам. Бизнес, я считаю, он не должен расти по экспоненте, ну, по какой-то, потому что если вот так вот расти, то потом, ну, больно падать оттуда. Бизнес должен расти по ступенькам, как один мудрый, ну, человек сказал. Поднялись чуть-чуть, закрепились, освоили какие-то новые технологии, освоили, как работать на этой ступеньке, поднялись еще чуть-чуть. И вот таким образом, ну, наша компания растет именно так. Мы не взлетели вот прям сразу с первых дней. У нас потихоньку, помаленьку рост происходит. Самое главное, я считаю, наше достояние и достижение — это люди, которых мы смогли, ну, по крупицам, вот, буквально, честно признаюсь, я переманивал людей из агентства, то есть предлагал лучшие условия. У нас белая зарплата, то есть, поэтому люди, то есть, могут брать кредиты. Если вы подойдете к компании «Городок», вот у нас там парковка машин на 15, из них 1/3 — это машины сотрудников, которые приобретены за время работы в городке. Парни строят дома, у них за это время, пока они работают, по 2, 3, 4 детей родилось. Поэтому я считаю, вот это вот наше главное достижение, что мы смогли, то есть, ну, создать костяк вот такой. Люди работают, люди держатся за свое место. И, ну, как бы, меня, конечно, есть люди, которые первый раз приходят, ну, видят, ну, как бы, ну, родственники там или кто-то. Они говорят, что у тебя такое? То есть такое ощущение, что они у тебя на шее сидят. То есть, как бы, ну, потому что я такого характера, то есть, ну, человек, я никогда не ругаюсь, не кричу на работников. И, то есть, может создаться такое впечатление, что, ну, они просто вот сели мне на шею. И все эти годы я несу, на самом деле, можно сказать, и наоборот. То есть, потому что, ну, мы же ведь в рынке, то есть, и у нас не кооператив, у нас, то есть, ну, компания, где люди наняты, то есть, ну, я, по сути, то есть, ну, зарабатываю на труде их. Но здесь важный момент, что я не отношусь к ним как, то есть, ну, работники. Вот просто я считаю их командой, считаю их частью, ну, частью дела, которое выросло за это время. И, ну, заметил просто вот, что когда ты начинаешь, то есть, ну, поднимать зарплату, то вырастает и, ну, вообще вырастает выручка. Как это связано? Как это, может быть, казалось бы, наоборот, то есть ты поднимаешь зарплату, значит, ты теряешь прибыль. Но действует какой-то закон, какой-то принцип, который тянет компанию вперед за счет того, что люди, не знаю, может быть, начинают работать лучше. Какой-то вот такой вот прям волшебной фразы у меня нету, честно. Вот я просто жить и работать и наслаждаться жизнью.